Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Кулназарову Руслану Арстановичу. Здравствуйте, председатель, уважаемые судьи. Здравствуйте, уважаемые участники судебного процесса. Министерство юстиции Кыргызской Республики по поводу ходатайства Мацакова отправило свою позицию в Конституционный суд. Хочу зачитать вкратце о том, что названная статья 430 УПК регламентирует круг вопросов судьи, разрешающих вопросы, связанные с приведением приговора в исполнение. В ходатайстве господина Мацакова отмечается, что неопределенность статьи 432 выражает в том, что в указанной статье регламентируется порядок обращения в суды по вопросам указанной статьи 431 УПК. Однако пункт 14 статьи 431, выраженный в праве осужденного обратиться с заявлением о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении, отсутствует, что вызывает юридическую неопределенность в отсутствии права на осужденного в обращении в суд. Также отмечают о том, что Аламединский районный суд Чуйской области вернул заявление о просьбе засчитать время содержания под стражей в порядке статьи 431 УПК, обосновывая это тем, что указанное заявление разрешается судом постановившим приговор. Но мы считаем, что отсутствие ссылки в статье 430 УПК на пункт 14 статьи 431 УПК не означает, что данный вопрос не будет рассматриваться судами, так как иное в законе установлено. Как указал Аламединский районный суд в своем решении, истец может обратиться в суд, постановившим приговор. Вместе с тем обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 431 УПК, где определены вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора, в том числе вопросы пункта 14 вышеобозначенной статьи, а именно зачеты времени под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении, в соответствии со статьями 80 и 118 Уголовного кодекса Республики является императивной нормой. Также, согласно статье 354 УПК, указано, что решение о зачете времени о содержании под стражей, если обвиняемый до постановления приговора был задержан или к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста, или он помещался в психиатрическое учреждение, должны быть указаны в резолютивной части обвинительного приговора суда. Вместе с тем, в части 4 пункта 2 статьи 451 УПК предусмотрена норма, что в случае признания Конституционным судом закона или иного нормативного правового акта, либо их части, применяемых судом в данном уголовном деле, неконституционными и противоречащим Конституции, это является правовым обстоятельством для основания возобновления производства по делу. Также, согласно статье 452 УПК, суды, рассматривающие ходатайство о пересмотре дела по новым или вновь открывшим обстоятельствам, применяют ходатайство о пересмотре уголовного дела по новым или вновь открывшим обстоятельствам. Таким образом, законодатель предусмотрел возможность обратиться в суд, постановившим приговор, либо вышестоящий суд в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, так как судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и иных норм судопроизводства. На основании изложенного считаем, что статья 432 не противоречит части 4 статьи 58 и части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики.